Ну, если выбирать несколько величайших сражений и величайших битв татарского народа и его предков, первое я бы назвал 1183 год, когда войска Владимирского великого князя Всеволода Большое Гнездо двинулись на Беляр и осаждали его. Произошло сражение под стенами Беляра, но князь потерпел поражение и вынужден был ретироваться из Волжской Булгарии. В чем тут грандиозность? Дело в том, что никогда до этого в таком сражении не участвовала такая коалиция русских князей. Ну вот представьте, Владимирское княжество было инициатором. Значит, там были не только Владимирские, но и, в частности, упомянутый Белозерский полк, очевидно, какие-то новгородские силы. Но даже злейшие враги Мономаховичей, которые правили в это время в Киеве, Ольговичи, и то великий князь направил своего сына Святослава с ратью, участвовал переяславские князья, в том числе Изяслав Глебович погиб в этом сражении, рязанские и муромские князья. Ну вот просто представьте, какая коалиция. Никогда до этого подобной коалиции русских князей не было. Даже в битве при Калке собралась сопоставимая рать, но не было владимирских и наиболее сильных князей. То есть это были южнорусские князья. Еще смоленские князья были. То есть это фактически коалиция всей северо-восточной Руси, плюс еще Киевская земля. Это говорит о том, что это был не просто грабительский поход, а какое-то грандиозное военное событие. Я считаю, что это какой-то прообраз крестовых походов. Какой-то, по крайней мере, по содержанию, по направлению, это, конечно, что-то сопоставимое с крестовыми походами, которые в это время бушевали на Ближнем Востоке. И то, что русские войска потерпели поражение, способствовало консолидацию Волжской Булгарии. После этого больше уже никто таких коалиций не собирал, а против отдельных походов булгары сопротивлялись довольно успешно. Это, по сути дела, было самым страшным испытанием для всей истории Булгарии, за исключением уже монгольского нашествия. Сами обстоятельства, это мы поговорим отдельно. Другое событие – это 1223 год, когда булгары нанесли поражение войскам Субодея, которые двинулись после победоносной битвы на Калке, где они разгромили коалицию русских князей. Вернувшись в степь, они решили, очевидно, осенью 1223 года совершить набег и на Волжскую Булгарию. Не исключаю, что с целью и завоевания, и узнать, насколько они сильны, и насколько вообще можно с ними воевать. И потерпели жесточайшее поражение. Мастер маневров и охватов окружений Субодей сам попал в засаду и едва ушел с 4000 воинов. После этого Волжская Булгария уже сопротивлялась более-менее успешно, но вплоть до 1236 года, то есть в течение 13 лет, противоборствовала с монгольским государством. Но самое интересное здесь, что место сражения нам известно, это район Золотаревского городища, и там есть многочисленные археологические свидетельства, которые говорят об этом сражении, об его обстоятельствах и о том, что именно там это сражение произошло. В отличие от многих других мест сражений, где это место гадательное, и мы не знаем какую-то точку, где оно произошло, то вот здесь, вот на этом событии, которое довольно краткое сообщение восточных источников, здесь мы можем дополнить ее археологическими материалами. Другой битвой, я думаю, что я бы отметил битву на Кондорче, Тохтамыша и Тимура. Это, конечно, одно из величайших сражений вообще Средневековья. С обеих сторон участвовали, несомненно, десятки тысяч воинов. И продемонстрирована была блестящая
тактика, с одной стороны, Тимура, и с другой стороны Тохтамыша, который, хотя потерпел поражение, но не дал себя полностью разгромить. А вот в битве на Тереке через буквально 4 года, в 1395 году, он дал себя разгромить полностью, и войска его были уничтожены, хотя сопротивлялись там 3 дня, но тем не менее вот это сражение было очень неудачным, одно из самых таких катастрофических. В то время как вот эта битва, можно считать, что оно было довольно важным в противостоянии Золотой Орды и государствам Тимура. Другое сражение – это 1399 год, битва на реке Ворскли, где после многих лет смуты, после поражения от Тимура, и русские князья, особенно великий князь литовский Витов, считал, что он может захватить Золотую Орду и посадить своего хана. И Эдигей противостоял ему, хотя на стороне Витовта была не только польское войско и литовское, но и даже немецкие рыцари, и даже впервые в полевом сражении была применена новинка – пушки, которых у Золотой Орды не было. Но тем не менее войска Эдигея нанесли жесточайшее поражение объединенному польско-литовскому и немецкому войску. То есть это тоже одно из таких очень важных и знаменательных сражений. Другое – это сражение при Белеве в 1437 году. Не по масштабам, а именно по драматизму. Дело в том, что там хан Улу-Мухаммед вынужден был скрываться на литовской территории в городе Белеве, надеясь перезимовать, поскольку его изгнал Кучук-Тимур, изгнал из Орды, и он со своими людьми, со своей дружиной в малом числе, около 5000 человек, должен был скрываться, и попросил разрешения у литовского князя, который разрешил ему перезимовать в Белеве. Но московский князь решил, что он может этого Улу-Мухаммеда достать и уничтожить, хотя именно Улу-Мухаммеду он обязан был своим престолом. Но, видимо, не мог простить этого благодеяния, послал 30-тысячную, по русским источникам, армию, которая в жестоком сражении потерпела не менее жестокое поражение и была рассеяна. Здесь, когда малая армия побеждает гораздо большую по численности войска, это всегда и, с одной стороны, храбрость, мужество, с другой стороны, полководческий несомненный талант. И даже последующая битва на Ефимовом поле под Суздалем в 1445 году, когда был пленен, собственно, Василий II Улу-Мухаммедом, но имеет меньший драматизм, хотя тоже такое интересно. Другим событием я бы отметил, в целом, войну 1469 года, когда 67-69 годов, когда московские войска осаждали Казань. Там тоже целый ряд сражений, в том числе и конных войск, и судовой рати, и осада города. Но и в конце концов московские войска потерпели поражение, были вынуждены отступить. Но это очень большое такое многоактное сражение, где активно использовался в том числе и Казанский флот, который показал свою мощь. И использовали все виды вооружения, включая и огнестрельное оружие с обеих сторон. Другим таким сражением, несомненно, надо отнести и осаду Казани в 1552 году, тоже полную драматизма и военного противостояния, то есть с помощью современных технологий, современных войск, и мужества защитников, которые в течение 7 недель противостояли огромной армии, которая, несомненно, была и подготовлена, вооружена по всем современным западным образцам. Эпизодом, уже мы выходим за число, это битва
1571 года, когда Девлет-Гирей разгромил московские войска и сжег Москву. Можно сказать, что до Наполеона это был последний человек, который сжигал Москву. Но, тем не менее, но через год он потерпел поражение и обычно предпочитает рассказывать о битве при Молоде и говорить о том, что вот это величайшая победа русского оружия, в то время, ну, забывая, что за год до этого русские войска потерпели поражение, и Москва-то была сожжена. Это такой баланс успеха и неуспеха, но тем не менее это показывает вот, драматизм вот этих самых военных столкновений, переменчивость военного счастья.